Во время самоизоляции почти у половины россиян выросли расходы на продукты. Так говорится в исследовании Mail.ru. Насколько сильно изменилась потребительская корзина в разных городах России и как кризис сказался на их покупках. О лидерах рынка и продажах в материале Айсены Бурнашовой. Семья Габышевых переехала из Якутии на юг России не так давно. Солнце, пляжи и Черное море. Адлер полюбился супругам, и они открыли свой гостиничный бизнес. Дела шли в гору, поток туристов был завидный, вспоминают сейчас Евдокия и Евгений. Но неожиданно нагрянув, пандемия коронавируса в одночасье лишила их семейного дела и каких-либо доходов. У нас семейная гостиница, она сейчас закрыта. Семейный доход у нас очень снизился. Цены на основные продукты в магазинах, в больших супермаркетах, на базаре не изменились. Это очень радует и успокаивает. Надеемся, что карантин скоро снимут, и мы начнем свой бизнес заново, с новыми силами. Не унываем, в общем. Кому повезло, так это продавцам овощей и фруктов. На фоне пандемии резко увеличился спрос на имбирь и лимоны, посчитав, что эти продукты укрепляют иммунитет и даже снижают вероятность заболеть коронавирусом. Люди скупали их, не жалея денег. Только на прошлой неделе в Краснодарском крае за килограмм золотого корня торговцы просили 7 тысяч рублей. В основном фрукты и овощи не подорожали. У нас подорожал только лишь имбирь, чеснок и лимон. А самый пик удорожания имбирь сколько стоил? До 5 тысяч доходил. И люди покупали? Покупали, да. Вдогонку Mail.ru представил и свои данные. Тратить больше денег на еду стали 43% россиян, почти половина населения страны. А чего не ожидали, так это спроса на строительные товары, увеличение на целых 24%. При этом стоимость той же шпаклевки или настенной плитки осталась неизменной, отмечают якутяне. Ремонт я откладывала очень давно, но как раз во время самоизоляции появилось какое-то время, и в основном я свою физическую силу никуда не затрачиваю и как раз-таки вот сублимирую в ремонт. Сейчас в данный момент занимаюсь ремонтом в ванной, ну и по мелочи много чего уже успела сделать. Между тем, осознанные покупки – основа экономии, да и покупательская активность меняется каждую неделю. Совсем недавно в топе покупок у россиян был имбирь и лимон, и до этого список возглавляла туалетная бумага и гречка. Ну а сейчас тяга пропала к покупке антисептиков. С чем связана такая ситуация? То ли это злая шутка маркетологов, то ли некая ситуативность товаров. На этот вопрос аналитики пока не спешат ответить. Но как бы то ни было, при любом раскладе деньги теряет только покупатель. Экономисты бьют тревогу. Не поддавайтесь эмоциональным покупкам. Еще неизвестно, сколько нам придется сидеть на самоизоляции. Не позволяйте недобросовестным продавцам наживаться на нас. Как оказалось, у большинства из нас снизился уровень дохода, и у очень многих нет финансовой подушки безопасности. Сейчас самое время копить, а не тратить. Так что берегите свои финансы и, главное, свое здоровье. Оно нам еще пригодится. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Иван Черков. Адлер, Москва, Санкт-Петербург, Якутск.